Лицейском ущелье самый разгар летнего сезона. Базы отдыха переполнены. Туристы приезжают сюда даже с палатками. Канатная дорога, водопады, святилища. Желающих познакомиться с достопримечательностями Северной Осетии много. Но в погоне за зрелищами люди часто забывают о традициях осетинского народа. Святилище Реком – одно из древнейших в Северной Осетии. Начиная с этого места вход женщинам сюда строго запрещен. Вот только туристов об этом никто не предупреждает. Специальные таблички с просьбами соблюдать нормы приличия особо не помогают. Те святые места, куда по негласному закону запрещено приходить женщинам, девушки с удовольствием посещают. Кроме того, на деревья, которые обвешаны так называемыми лентами желания, можно завязывать только ленточки. В ход здесь пускают все – куски старой ткани, салфетки и даже шнурки от обуви. Понимание, чистый платок, наверное, это у них вот эта влажная салфетка. Сами? Ну, здесь же написано, что женщинам нельзя заходить. Я не знал сейчас. Ну там же таблички большие для вас. Серьезно, это мужская территория. И вы зашли еще, сели в то место, где вообще сидеть нельзя. Попытки местных жителей бороться с таким произволом пока не дают результатов. Десятки автобусов с туристами прибывают к святилищу. У входа бросают бутылки и окурки. Недавно взломали и урну для пожертвований. Объяснить приезжим сакральное значение этого места попросту некому. Но есть, видимо, такие люди у нас в республике, у которых нету ни святого, ничего. Вот. И они просто взламывают, воруют деньги, взламывают следующим образом. Я не знаю, вот это буквально было сделано недавно. Оно было с замком секретным, его просто вот сорвали. И вот отсюда воруют деньги. Это просто хочется обратиться к осетинам, не к лжеосетинам, а к настоящим осетинам, чтобы они просто дорожили тем, что им оставили наши предки. Чтобы, заходя в святое место, обращали внимание на надписи, на которых написано, что запрещено, что можно на этих святых местах делать. Вот. И все, просто быть человеком. Жители Лицейского ущелья намерены бороться за сохранение древних традиций и обычаев своего народа. Правда, важно, чтобы каждый понимал, для чего это. Ведь у каждого народа есть своя культура, которую нужно беречь абсолютно всем. Тамила Хамицаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.